В эфире вечерние новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Навигация стартовала с крупных поставок. В Амгу прибыли баржи с 5000 тонн угля. Преображается село Тайбахой в Сунтарском районе. Туда прокладывают новый асфальт и уже занялись благоустройством улиц. Нерюнгри снова засыпало снегом. Местные списывают все на несостоявшиеся в этом году проводы зимы, а исправить положение попытались, устроив фаер-шоу. Решение об открытии паромных переправ в Якутии примут в ближайшее время. Сегодня прошли пробные рейсы. Об этом сообщает Минтранспорта региона. Первым планируют открыть участок от устья реки Алекмы до реки Лены, города Якутска. По данным Ленского бассейнового водного управления, на реке наблюдается рыхлый лед, идут работы по расчистке причалов. С прошлого года мы в пилотном режиме запустили накопитель на 100 машин со стороны города Якутска. В этом году весной подготовлена площадка для накопителя со стороны Нижнего Бестяха, который вмещает в себя до 170 легковых и 42 грузовые машины. Значит, разделение транспортных потоков будет для того, чтобы исключить очереди. Между тем, уже опубликованы тарифы на паромную переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях в навигацию этого года. Максимальные цены на перевозку пассажиров, транспортных средств и грузов на паромах не повысятся. Так, проезд взрослых пассажиров и детей старше 10 лет обойдется в 122 рубля. За детей от 5 до 10 лет придется заплатить 62 рубля. Перевозка грузового автомобиля стоит от 405 до 1660 рублей в зависимости от грузоподъемности. В случае завышения утвержденных тарифов Госкомцен Якутии просит сохранить платежную квитанцию и сообщать об этом в ведомство. Первые теплоходы каменным углем прибыли в Амгу накануне. В настоящее время идет выгрузка с барж. Вместе они доставили более 5000 тонн каменного угля. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на сегодня амгинским участком Саха-спецтранса задействовано 25 единиц техники, в том числе 10 КАМАЗов, 3 погрузчика-экскаватора. Всего за период навигации будет доставлено 30 тысяч тонн каменного топлива. Из-за понижения уровня воды на реке Амге возможны частичные разгрузки угля в селе Самарсон. Навигация у нас проходит пока в штатном режиме, уровни воды позволяют. Запланированные объемы должны доставить в полном объеме. Прибыл и выгрузился в данный момент вот на заднем плане у нас отходит теплоход «Капитан Зырянов». Привел баржу, на ней было 2520 тонн. Вода у нас падает. Падения были у нас по 80, по 70, по 40 сантиметров. За последние сутки упало 53 сантиметра. Ожидаем сейчас стабилизацию уровней воды, то есть замедление падения. И, соответственно, надеемся, что будет, ждем прибыли. На отрезке Сунтар-Тайбахой федеральной дороги Вилюй продолжили укладку асфальта. Работы ведут третий год. Сейчас внимание дорожников уделено участкам, которые проходят через населенные пункты. Также в Тайбахой уже установлены светодиодные лампы по всему периметру, а в будущем проложат тротуары, бордюры и заезды. В этом году наш объект сдаточный, он 10 километров, соответственно 10 километров будет уложено асфальта. Сейчас ведутся работы по устройству наружного освещения. Филиал Якутскэнерго в Горном продолжает профилактику линии электропередач. Уже успели провести ремонт по направлению Асыма-Бязь-Кёль по линии 35 киловольт. Заменили 80 опор. С учетом малой численности работников это весьма большой объем. На данный момент все силы направлены на линии Бердигистяха. Меняют голоалюминиевый кабель на провод СИП, а также опоры. Совместно с коллективом Бердигистяхская РЭС работают Намская, Майнская бригады и одна машина Покровская РЭС. Сейчас они работают в микрорайоне Бойня по монтажу провода СИП. В связи с играми, 21-ми играми Манчары, да, мы должны к этим играм уже полностью закончить в селе Бердигистях запланированный нынешний объем работ по замене провода СИП и замене опор. Переходим к эпидобстановке. Еще 105 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Якутии. Из них 64 в столице региона. 8 человек заболели в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Вилюйском.
По 4 зараженных зафиксировали в Амгинском, Усть-Алданском, Сунтарском и Оленёкском районах. Еще в 7 от 1 до 3 заболевших. Замруководителя регионального оперативного штаба на брифинге отметила, что свободными от коронавируса остается всего 9 районов в Якутии и призвала якутян получить вакцину. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, количество тяжелых случаев, так же как и количество летальных случаев, несмотря на то, что наши врачи делают все возможное и невозможное, у нас, тем не менее, фиксируется практически каждый день. И в связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на необходимость вакцинирования как таковую и на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на территории нашей республики в целях того, чтобы разрешить данную проблему с коронавирусной инфекцией. Также, как стало известно, непривитые сотрудники могут быть временно отстранены от работы. Постановление об этом издал главный санитарный врач Якутии. Работодатель обязан организовать вакцинацию у себя в учреждении или предприятии, определить общее количество работников, направить список в поликлинику, подать заявку на проведение и согласовать график. Также он должен направить информацию о неявке сотрудника в оперативный штаб. За невыполнение постановления должностное лицо оштрафуют в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч, либо приостановят деятельность на 90 суток. Вакцинацию должны провести до 1 июня. В случае отказа от прививки работник должен оформить в обязательном порядке только письменное информированный свой отказ. А медицинская организация должна с определенной периодичностью информировать работодателя о ходе вакцинации для принятия мер по увеличению охвата прививками. Ну, к примеру, если сегодня руководитель организации вызвал на себя выездную прививочную бригаду и должен был организовать там 80 или 100 сотрудников, а пришло только 50, то медики в конце ему должны будут доложить, сколько человек сегодня они привили. И вот неявка гражданина в назначенное время руководителем в вакцинальный пункт, либо там без уважительной причины, может расцениваться как нарушение гражданином трудовой дисциплины. К другим новостям. В СВФУ рассказали о своей работе в период пандемии. Коллектив сумел оперативно переходить на дистанционное обучение, когда это требовалось. Также студентов и преподавателей обеспечили необходимой техникой и программой. Руководство студгородка тоже оперативно перешло на удаленку. Передали общежитие на Губина для борьбы с коронавирусом. Там создали обсерватор для больных. Более 1200 студентов-медиков работали в красной зоне и в скорой помощи. Создали и волонтерское движение. По дополнительному профессиональному образованию за прошедший год у нас, несмотря на пандемию, мы обучили более 9 тысяч слушателей по программам ДПО. По зарубежным партнерам, если взять обучающихся, у нас по основным образовательным программам обучается 619 студентов. В целом, если взять все направления, да, и кратковременные стажировки, и подготовительные курсы, да, у нас более 800 студентов. Увеличивается число лесных пожаров в Якутии. По данным авиалесоохраны зафиксировано 15 очагов в 7 районах. Из них локализовано 2. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, почти 15 тысяч гектаров. Борьбу с пожарами ведут порядка 250 человек и 15 единиц техники. По информации же регионального управления МЧС России, огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Усть-Алданском, Нюрбинском, Наамском, Сунтарском и Горном районах. В лесах Якутии продолжается борьба с сибирским шелкопрядом. Личинки насекомого активизируются со сходом снега и первым майским теплом. В этом году под угрозой нашествия вредителя находятся 3 района. Это Амгинский, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский. Специалисты уже начали первые превентивные мероприятия, чтобы не повторить сценарий 2020 года, когда вредителям было уничтожено свыше 230 тысяч гектаров леса. Цель у нас заложить здесь пункт контрольного учета для проведения мероприятий по локализации очагов. То есть пункт состоит из 2 деревьев. Одно дерево мы сейчас будем делать околот, считать количество гусениц. Второе дерево околачивается после проведения обработки. Здесь есть необходимость проведения мероприятий по локализации очага этого, то есть с применением авиации, химическим препаратом на основе клонрина.
А в Булунском районе создана новая особо охраняемая природная территория регионального значения. Новый ресурсный резерват получил название Алроса Ренгефер-Чекановский. Территория позволит сохранить основные места литовки популяции дикого северного оленя. В пределах территории резервата концентрируется основное маточное поголовье данной популяции оленей. Это почти 90% от общего числа. Торжественное награждение мужчин, спасших утопающих, прошло сегодня в Якутске. Общество «Восвод» отметило прохожих Владимира Ершова и Владимира Диадорова-Лаврентьева, которые 25 апреля вытащили провалившихся под лед детей на озере возле площади Победы и оказали им первую помощь. Их наградили медалью за спасение, благодарственными письмами, удостоверениями и значками «Восвод». Ранее в адрес спасителей прозвучали слова благодарности от министерств и ведомств региона. Первым этого вытащил. Вот этого Малика, подростка, к берегу с помощью палки. И уже во второй момент к этому подошел, к маленькому мальчику с помощью ветки. И из-за того, что Дёдоров меня за спину держал, за куртку, я максимально дотянулся до мальчика. И вот его вытащили. Я вообще не считаю себя героем. Каждый бы так сделал бы на моем месте, думаю. Вот как к тому подтверждение то, что Владимир Дёдоров тоже подбежал сразу. Засыпало снегом в очередной раз. Улицы Нерюнгри. Жители говорят, что в этом году погода в Южной Якутии непредсказуема. До наступления лета меньше недели. Кто-то уже успел высадить грядки, а тут обильный снегопад. Последний раз таким май был в 2017 году. И вот опять снег смешивается с дождем, и прогнозы на ближайшую неделю неутешительные. Среди нерюнгринцев нашлись и те, кто увидел связь с несостоявшимися проводами зимы. Исправить ситуацию вызвались участники фаер-группы «Северное сияние». Они смастерили чучело масленицы и на смотровой площадке организовали обряд, который, как они надеются, поможет усмирить капризы нерюнгринской погоды. Поэтому выбрали площадку, где есть город и где минимальное количество людей, минимальное количество деревьев. В принципе, можно было провести все мероприятие. Поставили масленицу на стойку, которую мы используем для фейерверков. Пригласили нашего видеографа, он все это заснял. Мы с друзьями и людьми, которые случайно сюда попали, станцевали хороводы, покружились с огнем, подожгли масленицу наконец-то и надеемся, что это поможет весне прийти в наш город. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.